Одной из главных проблем, с которым столкнулись якутяне сразу с наступлением нового 2023 года, стали аварии на линии электропередач. Долгое время без света сидели населенные пункты Большой Республики. Отметим, что некоторые дома являлись энергозависимыми. В первый день после Нового года пригород столицы Сатал оказался в чрезвычайной ситуации. В 45-градусный мороз жители частного сектора остались не только без света, но и без отопления. Андрей Яковлев живет в частном секторе уже 2 года. И в роковой день января он стал одним из тех жильцов, у которого большее количество времени не было света. Но, по словам Андрея, он предусмотрел риски жизни в частных домах и приобрел генератор и источник бесперебойного питания. Здесь все дома-то энергозависимые, вот поэтому я себя обезопасил. И слава богу, все мне обошлось. Ну, ситуации-то разные бывают. У кого-то нет денежных средств, у кого-то мужа мобилизовали, кто-то вообще мать-одиночка. Вот им-то, конечно, ситуация другая. В квартале дома тоже перемерзли, но мы у нас добрососедские отношения, мы друг другу, не дожидаясь спасателей, мы сами друг другу помогли и отогрели дома. У нас тут в Сатале группы есть по WhatsApp, там уже люди начали закупаться. Лично сугубо мое личное мнение, каждый житель, который живет в Якутии в суровых условиях, должен обеспечить себя резервным источником питания. Если бы все так себя обезопасили, таких массовых заморозок домов не было бы. Я еще раз сказал, ситуация разная бывает. Вот им тяжелее. Семья Анны Филипповой тоже имеет в наличии генератор, но, к сожалению, в день аварии он находился в гараже и был в нерабочем состоянии. Пытались сами включить этот генератор, но он тоже в гараже, там в углу стоял, холодное место, поэтому он уже тоже замерз был. Пытались, и время теряли на это, и в это время все, гараж, в комнате один радиатор, в гараже все эти батарейки радиатора лопнули. Спасательная бригада начала обход жильцов частного сектора почти сразу же с начала аварии. Так, работники ходили по домам и помогали обеспечить теплом хотя бы на небольшое количество времени. Батареи замерзли. В гараже там одна батарея замерзла. Приехали отогревать, там ребята там пушку отогрели. Все, и там не лопнула она. Батарея нормально работает. Просто она замерзла, а ее взяли, отогрели. Также, помимо оснащения домов на небольшое количество времени электроэнергией, специалисты проводили ремонтные работы по замене замерзших труб. Трубы замороженные, которые под землей шли туда, мы сейчас прямой поверху кидаем. А под землей замороженные, он отрезали и меняем. Да, дома к гаражу. В гараже уже поменяли все. В гараже уже менято все. Внутри. И батареи новые стоят. И батареи новые стоят. Сейчас здесь закончим и внутрь зайдем. Там в доме батареи надо одна ставить. В течение суток все поступившие заявки от жителей частного сектора Сатал были отработаны. Работы отопления в жилых помещениях были восстановлены, а последствия аварии в нежилых домах должны будут решаться силами собственников. Также мэр столицы заявил, что каждый житель частного дома должен иметь оборудование, которое может предоставить обеспечение электроэнергией в течение полусуток. В Якутске мы должны сами, как люди, проживающие в частном доме, понимать, что нам необходимо по закону и наша обязанность иметь источник бесперебойного питания. Это либо заряженные аккумуляторы, либо генераторы. Проверять, удостовериться, что в них есть топливо, что аккумуляторы заряжены, источник бесперебойного питания работает. Это наша обязанность, потому что когда нам выдают тех условия на установку газового котла, мы должны это обеспечить. При аварийном отключении электричества, как минимум 12 часов наша система должна работать автономно. Специалисты отмечают, что авария произошла из-за замыкания линии электропередач, в результате чего были выбиты ячейки на трансформаторе, что привело к отключению электроэнергии в Сатале и Мархе. По словам Николая Ксенофонтова, руководителя управления администрации микрорайона Марха, реакция от энергетиков поступила в течение часа, и в некоторых частях 2 районов свет был дан сразу же. Нами оперативно были приняты меры, мы начали обзвон всех предприятий,
по линии ЖКХ, да. Мы путем отогревания домовладений, частных домовладений, да, путем замены где-то уже участков замерзшего системы отопления, как справлялись в течение 2 суток. В период с 30 декабря по 9 января ситуация в Сатале, по словам Вячеслава Емельянова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, стала одной из самых резонансных, что привело к размораживанию 75 объектов. По принятым решениям оперативного штаба, 3 числа объекты в части теплоснабжения были восстановлены. Это касалось частных индивидуальных жилых застроек в садово-огородническом товариществе «Сатал». Также 9 января еще одной резонансной ситуацией стало отключение электроэнергии в Бескюль горного Улуса. Свыше 1200 жителей, около 400 частных домов и 10 социальных объектов остались без электроснабжения. Аварийное отключение произошло из-за нестабильного электроснабжения. Повреждены линии Асыма и Бескюль. Бригада Бердигастяхской РЭС выехала на место для ремонта. В 9 часов утра выехала бригада энергетиков из 3 человек и 1 единицы техники. В 10 часов на место дополнительно отправились бригады из 5 человек и 1 единицы техники. Пока ремонтные работы проводились на местах аварии, жители так же, как и в Сатале, помогали друг другу, предоставляя аккумуляторы и генераторы. Сотрудники администрации вместе со мной ходили, объясняли, кому что надо, помогали соседям и генераторами, аккумуляторами для бесперебойников. Сразу в 3 часа питание на электричество подали. Больших потерь не было. Сразу после этого у них-то там система все сразу автоматом определяет, где авария случилась. Они сразу начали. Когда мы в 9 часов позвонили, сказали, что бригада уже выехала ремонтная. Сильные морозы испытали на прочности жителей Нюрбинского района. В результате аварийного отключения электроэнергии в 2 часа ночи 15 января около 1500 жителей Аканинского, Хангаласского, Адейского, Наслегов и участка Чкалов в течение 11 часов оставались без света. В том числе 11 социально значимых объектов и 5 котельных. Предприятия теплоснабжения были экстренно запитаны из резервных источников питания. Авария была устранена днем в 13:35. В тот же вечер в 23:40 на линии Убаян произошла 2-я авария. В результате половина Нюрбы, а также села Нюрбачан и Сюля остались без света. Благодаря слаженной работе энергетиков, сотрудников аварийно-диспетчерских служб, обе аварии удалось устранить в кратчайшие сроки. Серьезных последствий аварий, в отличие от Сатала и Бескюля, нет. Аварийная бригада РЭС, Нюрбинского РЭСа отработала. 8 человек, 2 единицы техники. В данное время авария устранена. Также 15 числа в 11:40 вечера в линии ВЛ-35 Убаян тоже произошла аварийная ситуация. Часть города Нюрбы была отключена, и село Нюрбачан и Сюля. Там отработала 1 бригада и 1 единица техники. Через 2 часа авария устранена. По словам специалистов, аварии на линии электропередач случились из-за якутских морозов, так как они не предусмотрены для эксплуатации в наших условиях жизни. Будем отрабатывать вопрос о передаче электрических сетей, потому что это наш глобальный вопрос, который уже стоит уже 7-8 лет. Мы много раз обращались в город Якутск, Якутэнерго, чтобы они взяли наши электрические сети, специализированная организация. Да, Сатал очень большой, 2500 человек. Чтобы ситуация с замерзанием коммунальных систем дома не была проблемой, жители Сатала и Бескюля, а также других населенных пунктов республики стали покупать генераторы и источники бесперебойного питания. Отметим, что некоторые пострадавшие в Сатале до сих пор проводят восстановительные работы своими силами. Галина Чекурова, Екатерина Амосова, Джулус Иннокентьев, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск.